Доброго дня, я перепрошую, трохи загальмував. Сьогодні у прямому етері телеканалу ОТР, як завжди, програма «Бугунь», тобто сьогодні, і першу годину буду вести я, Айдар Мужнабаєв. Зрозуміло, що ми обговорюємо останніми днями, тижнями і місяцями, але я ніколи не втомлюся це робити, бо в нас дуже цікаві гості, і зараз ми чекаємо на мого співрозмовника, людину, яка вже на зв'язку, як мені підказують режисери. Це відомий колишній адвокат політв'язнів, у тому числі українських політв'язнів, а зараз блогер відомий, політичний оглядач, аналітик тощо. Напевно, ви вже здогадалися, що йдеться про Марка Фейгіна. Марка, чи це тут? Рад приветствовать, Айдар. Рад приветствовать зрителей канала АТР. Я так дивлюся, в тебе така бойовий настрій, бойовий одяг такий. Я ношу, да. Слухай, я перейду тоді на мову країни-окупанта, щоб зручніше было. Слушай, я хотел, конечно, начать обсуждать, там вот Олимпиада открывается, там вот это, что в Рейхе происходит, все. Но немножко мне аппетит для разговора с тобой перебило, а может наоборот, как аперитив это используем в нашем разговоре вчерашний. Эфир, ток-шоу, довольно известного в Украине, да, на одном из самых таких смотрибельных исторических каналов 1+1. Вот, шоу называется «Право на Владу», то есть российское «Право на власть». Значит, ведет это шоу довольно известная, опытная телеведущая Наталья Мосейчук. Там собирается политическая элита страны частенько, и вчера было очень много людей. И я с удивлением обнаружил, что в этом ток-шоу пригласили участвовать не кого-нибудь, а крымнашистку, человека, который много раз посещал Крым, человека очень близкого к Владимиру Путину, практически родственницу, уже, наверное, понимаете, о чем идет речь, почетным, уважаемым гостем оказалась Ксения Собчак, которая играла роль фейкового кандидата, спойлера Путина, по-моему, на последних выборах, да, Марк? Да. Ее выставили официально от Кремля, она там в них и участвовала. Да, вот как раз-таки ее главой штаба был Белковский, который чуть ли его тоже, по-моему, таскают на все ток-шоу тут украинские. Значит, вообще был такой кремлевский фейк, но я много про нее рассказывать не буду. Наверное, зрители примерно представляют себе, значит, технические и моральные характеристики объекта. И каким-то... Она полностью, чтобы не было никаких иллюзий, она полностью находится под контролем Кремля, своего крестника и так далее. Это просто, такой агент внутри общественности, я бы так сказал. Я вот ими хочу, чтобы, смотри, ты немножко неправильно сказал, крестник, как говорится, либо крестник, либо трусы. Дело в том, что не крестник, а крестный отец. Ты как-то принизил нашего фюрера, вашего Значит, я хочу, чтобы ты объяснил людям, которые смотрят украинские ток-шоу. Это массовая аудитория, которая не сталкивается с Ксенией Собчак, как и с остальными, слава богу, давно, и которые не знают, что сейчас с ней происходит, не углубляются в российскую политику, слава богу. И когда их вытаскивают на большие шоу, они смотрят другими глазами, чем ты, чем любой, кто там в России хоть что-то понимает. Расскажи, кто такая Ксения Собчак, и как ты думаешь, зачем ее пригласили в качестве почетного гостя на рейтинговое шоу в Украину? Я бы оговорюсь, я не считаю, что Мосейчук имела какую-то особую цель в ее приглашении. Просто она сверхмедийное лицо. Собчак накручено, искусственно созданное Кремлем, и это давно делалось. Еще начиная с протестов 2012 года, я уже тогда наблюдал за тем, как это искусственно все надувалась, так сказать, она нужна была в качестве некой альтернативы протесту как таковому. Это такая гламурная была часть тусовки, которая предлагалась в качестве такого мягкой силы со стороны администрации президента. Она дочь Собчака, значит, она знает всех. Кооператив «Озеро» — это ее родной отец, что называется. Значит, Золотов, например, нынешний глава Росгвардии, был начальником ее охраны, он занимался ее охраной.
У Собчака свои были, так сказать, охранники, а он занимался охраной конкретно Нарусова и дочери. То есть это все круг семейный. Вот надо понять, что это семья. Более того, она являлась любовницей поочередно всех заметных лиц, которые сейчас представляют систему. Вот. Это не только бизнесмены, это и чиновники и так далее. Но это уже вопрос такой, знаете, эстетико-этический. Но самое главное, как она оказалась в качестве кандидата в президенты. Это прямое было решение Кириенко, который убедил Путина в том, чтобы вместо Навального, которого надо дезавуировать, нужно представить кого-то, кто изображал бы, ну, скажем так, не то чтобы даже оппозицию, а какую-то другую часть общества для того, чтобы подмахивать Путину в его победе, чтобы говорить, у нас же вот разные были кандидаты. Вот, она за это после своего этого участия, она на этом поссорилась с Навальным, это известная история, получила огромные отступные. Вот, ее кампанию финансировали доверенные люди Чемезова, там и Адоньев был, и издатель журнала Forbes Россия был такой, журналов Максим, издатель такой. Они финансировали ее кампанию по прямому поручению Кириенко, и фактически Путина. Она перед самым участием в кампании с Путиным встретилась, она это признает, значит, и она делала якобы фильм об отце, о Собчаке, и вот ей, значит, из поместили изображать альтернативного кандидата. Сейчас она бросила своего в тот момент мужа Виторгана, вступила в брак с Никитом Богомоловым, они получили от мэрии Москвы гигантскую квартиру, получили гигантские деньги на театр, который возглавляет Богомолов. И, помимо прочего, ее пригласили на Первый канал, она ведет программу, там сейчас, не знаю даже точно продолжает или нет, у Гордон, там есть свой Гордон такой, вот, он ведет на Первом канале программу вместе с ней, она занимается такой телепровокациями, она известный по этому поводу персонаж, и имеет большой канал в Ютьюбе, который она ведет. Полностью на содержании у этой среды она модно как востребованная ведущая, такой конферансье, что ли, да, закрытых вечеринок, вот, это их проводят с ее участием все, начиная от чиновников первых лиц и заканчивая бизнесменами, криминалом и кем угодно. Такие люди действительно являются просто полностью доверенным лицам. И не говоря о том, что ее мать Нарусова является членом Совета Федерации, то есть Верхней Палаты Федерального собрания, многие-многие годы. Причем от кого? От Тувы. Понимаете, что такое Тува? Это родина Шойгу, министра нынешнего обороны, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, еще раз повторяю, ждать вот от этого персонажа какой-то независимой оценки, взвешенной, на что она претендовала, просто не приходится, потому что это полностью является частью. Она, кстати, на выборах мэра Москвы в последний раз вообще была чуть ли не доверенным лицом Собянина. Вот, призывала за него голосовать вместе со своим этим мужем Богомоловым, абсолютно бездарностью театральной, которого представляет каким-то там постмодернистским художником. Он там, знаешь, там голова Гамлета пускать, в таком стилистике у него, значит, он выпендривается. Вот, бездарь полный, но эта семья такая очень прошаренная в сторону власти, всю жизнь от власти, все под властью. А власть любит вот такое что-нибудь, знаешь, с перчинкой. Вот такую среду она обожает. Всяких Шнуровых. Потом, вот знаешь, вот такая Дуня Смирнова. Вот, я не знаю, знает, в Украине это режиссер не бесталанный. Она сейчас жена Чубайса, Анатолия Чубайса. Вот. И, значит, она такие, значит, делает заумные пасы в сторону нынешней власти, что Россия она такая, полюбите Путина, потому что ничего другого вам не грозит. И так далее, и так далее. Стандартный набор. Почему ее пригласили? Я уверен, что ее пригласили исключительно потому, что она просто известна. В Украине действительно неверные представления сложились о ней. Я вот буквально 5 лет назад давал Тетяне Даниленко, очень известный журналист в Украине, когда-то на канале ЗИК, еще до того, как он стал Медведчуковским, мы его закрыли. Но со мной был большой... Таня у нас эфиры вела тоже. Таня известный журналист, да. И я помню интервью с ней, она говорит, а как вы относитесь к Собчаку? Она же лидер оппозиции. Я говорю, как, Таня, вы что? Представления именно такие. Раз она когда-то жила с Яшиным, она находилась с ним в матримониальной связи до Виторгана, раз она ходила на какие-то митинги, то значит точно представитель оппозиции, лидер. И как бы ее не продали. То есть, чтобы было понятно, что с посадкой Навального, я знаю твое критическое к нему отношение, но человек сидит в тюрьме. ВК-2, колонии, полный набор. Да? Как не относись?
Значит, это и есть оппозиция. Плохая, хорошая, но вот такая, какая есть, понимаешь? Эта дама никогда ниже своего гламурного этажа никуда не спускалась. И говорить о ней как о журналисте, о каком-то, как она сказала, ну вот нужно без пропагандистов российских и украинских, я вот тут должна приехать, а меня не пускать, потому что я поехала в Крым. А вы знаете, как она в Крым поехала? Не просто на интервью с Поконским. Она возила вместе с собой этого шута Красовского, который патентованный гей, и он сейчас на Russia Today говорил, что мы вас, мразей, обращаясь к украинцам, значит, прижмем к ногтю, раздавим. Ну вот эти ты видел. Марк, он, конечно, возможно, и гей, но все-таки есть другое слово, которым описывается его основной род деятельности. Да. Не-не-не, мы не к тому, что какая у нее ориентация, нам вообще начкать. Я еще раз повторяю, мне никакой гомофобии здесь не в этом смысле. Они просто таких привечают, им надо. Вот у нас есть Собчак, у нас есть один патентованный гей. Вот. Вы что говорите, что мы гомофобная власть, что мы там боремся с людьми нетрадиционными? У нас же есть вот этот Красовский. Это для этого делается, понимаешь? Чтобы полный набор, расклад на руках. Марк, я это называю паранойя в ковчег, я это называю, вот то, что ты описываешь, да, то есть каждой твари по паре, и что вот весь этот театр Карабаса, и сидит такой Карабас, а эти играют спектакль, а зрители такие смотрят, они же не видят ниток этих, да, многие. А в Украине, украинцев даже сложно в этом обвинять, они правда, даже это не вина, а может и плюс, они не видят этого. Я не обвиняю конкретно там ведущую пани Мосейчук, я просто, у меня вопрос такой к тебе, как ты думаешь, не я, зачем все-таки это просто незнание, она же там несла какие-то нарративы про братские народы, какую-то вот эту чушь несла очередную. Она безумные вещи говорила. Она, например, говорила, уравнивала стороны, понимаешь? Я почему всегда говорю, вот говорят, Фегин, он пристрастный, его не надо слушать, он не независимый какой-то эксперт, наблюдатель, он ненавидит Путина и так далее. И даже как, там, не знаю, вот ты меня аттестовал как какого-то эксперта и так далее, на самом деле, Айдер, для того, чтобы быть объективным, нужно ненавидеть российскую власть. Потому что только бесцензурное, свободное, критическое к ней отношение может порождать настоящий анализ. Потому что мы имеем дело не с обсуждением борьбы Байдена и Трампа, где можно себе позволить даже при всех очевидных, какую-то беспристрастность. Я ни за того, ни за другого. Что касается российской власти, делится там окоп очень четко. Ты либо в окопе, который критически относится, и здесь все на твоей стороне. И объективность, и верность оценок, и свобода выражения, и обмен информационный, там, интеллектуальный и так далее. Или ты просто обслуживаешь власть. Ничего третьего не дано. Понимаешь? Нет такой позиции, чтобы ты на ней находился, как Собчак пытается себя представить, что она вроде как и не с бешеными, но и как бы не с пропагандистами от власти. А так не бывает. Потому что либо смерть, либо жизнь, либо война, либо мир, понимаешь? И в условиях, в которых находится нынешний режим Путина, он не позволяет никакого маневра. Это все иллюзия, понимаешь? И поэтому она, например, заявляла, что, значит, народам надо искать. Что, не примет же Украина, ты представляешь, того, чтобы, значит, отдать Крым и как бы снять этот груз в отношениях между Москвой и Киевом. Дорогие друзья, они хотят всю Украину захватить. Они не собираются ограничиваться Донбассом и Крымом. Им надо вся Украина. И как бы преодолеть это невозможно путем, да заберите, подавите вы своим Крымом, только отстаньте от нас. Дайте нам уйти в Европу и дайте нам интегрироваться в евроатлантические структуры. Там вопрос же не так стоит. Прекратите вообще всякую независимую, суверенную деятельность как государство. Вот что от этого требует Путин. И вот такие, как Собчак, они озвучивают это на свой манер, со своей колокольни, именно эту идею. Что поддайтесь, согласитесь, пойдите на переговоры. Это что, Украина захватила территорию России? Это что, Украина убивала российских солдат на ее территории? Это интересная позиция, ты понимаешь? О нравственности мы вообще речь не ведем, да, об этике. Мы говорим даже о чисто политическом раскладе, который оценивать нужно именно с точки зрения того, вот агрессор, вот его жертва. Да, героически сопротивляющиеся жертвы, но не наоборот. Они не меняются позициями и не уравниваются. Это невозможно так оценивать ситуацию, потому что тогда все меняется, понимаешь? Возникает релятивизм. И вы правы, и вы правы. Помнишь, как в анекдоте о детском про раввина? Марк, я никогда не говорю комплименты двум типам людей, умным женщинам и мужчинам, в принципе, да. Но я тебе должен сказать, что та мысль, с которой ты начал вот эту часть своего разговора, своего ответа, это абсолютно блестяще. Я думаю, что это лучшее, что ты сказал вообще из того, что я слышал. А слышал я много.
Вот. Это на самом деле все так, и я-то все это понимаю. И хотя я не могу обвинить, что специально там пригласили, да, но я обвиняю тогда в другом организаторов этого ток-шоу, потому что это называется преступная халатность в самом лучшем случае, потому что чем они думали, я не знаю. Но Собчак туда пришла, чтобы нести этот нарратив гибридной войны. Это, на мой взгляд, не знаю, согласишься или нет, что сейчас вот вроде бы Путин отказывается, и Россия говорит: нет, мы не будем нападать, мы и не хотели. Но это и означает перегруппировку сил и начало нового усиленного этапа гибридной войны. И вот в ход идут вот такие собчачки. И дальше будут Белковские, начальники его штаба, и другие. Они сейчас уже заполонили все украинские каналы. Вот так. Нет, совершенно справедливо. В этом действительно... Это будет идти, потому что Москва ведь главное в стратегии не откажется от давления на Украину. Это невозможно, так не будет никогда. Вот когда ты исходишь из этого, то все встает на свои места. Тут уже не возникает вопросов. Да? Значит, нужно противостоять как врагу, нужно защищать свой суверенитет, нужно не принимать никаких компромиссов, потому что компромиссами выстлана дорога к новым потерям территории, договоренностям против Украины, в пользу Москвы и так далее. Постепенно, по чуть-чуть, но не получается войной захватить. Значит, будем стремиться втолкнуть сейчас это ордло на условиях, при которых они будут определять, каким будет суверенитет, куда можно вступать и не вступать в Украине. Сейчас перешли опять к старому плану. И все, что предстоит, это действительно в пропагандистском плане заменить вот эти высеченные, вырванные из украинского информационного пространства ресурсы, которые были под Медведчуком, которые там политики ОПЗЖ, они их заменят вот на такое включение элементов более мягких, более неочевидных. Это много фамилий, много лиц из России и не только, которые будут внушать украинцам, что компромисс лучше войны. Слушай, но компромисс в таких условиях очень важно. Смотри, а ты мог бы просто по памяти, не спеша, вот по памяти перечислить тех людей, кого ты считаешь, вот ты лично, твоя экспертная оценка, людьми, которые либо уже засланы в медийное поле Украины для такой инфильтрации всюду, либо готовы к тому, чтобы появиться на голубых экранах украинских? Безусловно, это все, что связано со средой «Эхо Москвы». То есть это и ряд ее авторов, это и, так сказать, сам главный ее редактор, который работает на «Газпром Медиа». Это государственная радиостанция, она на 70% с лишним принадлежит «Газпром». Это и другие СМИ, прежде всего СМИ, это телеканал «Дождь», это, безусловно, отчасти позиции и «Новой газеты». Там, вы же знаете, что есть одни и другие. Вот часто путают редакционную политику, которая определяет, в общем, такой баланс, который обеспечивают главные редакторы, поставленные управлять этими СМИ, между Кремлем и их позицией, и их методичками. Там неважно, там Громов одними управляет, другими напрямую где-то Кириенко на «Дождь» влияет, где-то это, они прикрываются этой крышей. Вот. Где-то Песков, например, личные взаимоотношения с Венедиктовым и так далее. Вот все, что будет идти от имени этих людей, это, безусловно, новая попытка гибридного воздействия. Конечно, отчасти это могут иметь место и лица, сложно чиновников продавать это, никто в Украине не купится, но вот такие, которые вроде культурная общественность, да, культурная, которая вроде как не про войну, не про политику, но они будут внушать, что нашим народам нельзя ссориться, нам надо объединиться, нам надо, так сказать... Собчак, она же как раз фронтмен. Она как наиболее раскрученная, как фигура, которую украинцы считают аполитичной, потому что украинцы даже не знали, большинство, что она баллотировалась. Для них это Дом-2 и потом, да? Она как раз и несет братские народы, которых рассорили политики. Ты понимаешь? Она так и говорит. Да. Она так и говорила вчера. То есть, я говорю, нам вопрос решаться долго будет. Вот я не представляю в ближайшие годы, что если уйдет власть, не уйдет, я так не думаю. Это мы и сами понимаем, что она просто так не уйдет. Что Путин что куда-то уйдет. Вот. Но там звучало и другое, что нам надо решать, нам надо преодолевать, мы должны и так далее. Это то, что в принципе уже проходили. Просто возможностей было куда значительно больше раньше. Сейчас они сократились, потому что война, она все обостряет. Она вот такое противостояние, оно вроде... Ты получаешь и оружие, как Украина это сейчас получает от Союза, но ты получаешь еще и вот этот пилюлю ненависти.
А она нужна, потому что если тебе предстоит воевать, ты что, будешь брататься, что ли, с ними идти, встречать, значит, с галушками, что ли? Как это ты будешь делать? То есть возникает вот этот градус ненависти, который поддерживает мобилизационное состояние. И если ты не будешь заражен вот этим желанием воевать, убивать и так далее, как ты будешь родину защищать? Ну как? То есть сдаваться и говорить, ну ладно, и все-таки тоже как бы на русском языке говорят, вроде славяне, давайте все вместе жить как-нибудь, налаживать отношения и так далее. Так не бывает. Ты либо одно, либо другое. В этом как бы большая проблема. То есть нельзя терять вот этот мобилизационный дух. Потому что если ты его теряешь, то ты сразу замыливаешь глаз, не понимаешь, где враг, где нет, а война этого не допускает. Она за это не прощает, она наказывает. Марк, скажи, пожалуйста, вот почему, на твой взгляд, последний раз я упоминаю, это кремлевская утка Собчак говорила очень долго, с ней подробно, вежливо общались там, и так далее, а тебя как бы включили и выключили? Вот что это было? Я не думаю. Я думаю, что это была чисто редакционная ситуация. Цигель, время, нету времени. Я не отношу к редакции 1+1 в равновлада. Я не раз там выступал. Я много раз выступал в Мосейчук. Она, в общем, умная, талантливая женщина, и она абсолютный патриот. Ну, я повторяю, все борются за рейтинг. Ты посмотри, сколько шоу в Украине сейчас в последнее время возникло конкурирующих в одно и то же время. И у Гордона теперь шоу, и у Шустера, и у нее. Марк, там такая мешанина из гостей. Вот знаешь, я почему не люблю ток-шоу? Потому что в ток-шоу, согласно режиссуре, тут прав. Тут даже и Мосейчук, Наталья ведущая или другая, режиссер скажет, мне нужна интрига. Давайте сюда Бураева, давайте сюда Собчак, давайте сюда же Залужного, всеми уважаемого, да? Давайте сюда Кулебу. Слава богу, Кулеба ушел, когда уже Собчак включили, потому что я когда увидел на одном кадре Залужный стоит, а на большом экране Собчачка в своем телефоне копается, да, а тут стоит главный воин Украины, командующий украинскими всеми вооруженными силами. Я видел твой пост. Да. Но еще раз, я не увидел там злого какого-то намерения. Нет, это просто, телевидение так работает, борется за рейтинги. Это нормально. Меня предупредили, что будет Собчак. Меня даже спросили, а хотите ли вы, чтобы были одновременно? Я сказал, нет, я враг этой дамы, вы меня, пожалуйста, с ней не выводите. То есть, еще раз повторяю, люди сделали все, чтобы развести, чтобы все было интеллигентно. Но я думаю, что скорее это просто всего рейтинг шоу, и это нормально. Но другой вопрос, даже хорошо, ты же сам говоришь, Айдар, что это хорошо, ее вывели, ее показали. После этих всех разъяснений люди поняли, что с этим субъектом вообще не надо иметь дело, не надо. Ведь она проговорилась, я была, говорит, в Крыму, а теперь меня не пускают. Понятно, что она внесена во все списки. Ты зачем поехал в Крым? Вот я поехал в Крым, меня Павло Климкин разрешил туда поехать. Будучи министром иностранных дел, я защищал Ильму Умерова. А зачем бы я поехал в нарушении законов Украины? И то я хотел через Украину ехать, просто проблема была, меня не пустили на Чонгарском перешейке, там у перехода, потому что, чтобы я не попал на суд к Ильме, понимаешь, это же специально было сделано. И поэтому я сказал, у меня другого выхода нет из Москвы лететь в Симферополь. И мне специально давали на это разрешение. Лети, дружок, лети. Защищать это святое крымских татар. Но проблема, я повторяю, заключается в том, что она ради хайпа поехала к Поклонской, ставила ей это условие Поклонской, не ставила. И ради хайпа она сделает все, что угодно. И будет ли касаться это Киева или чего-то угодно. Причем, знаешь, Марк, причем это сволочь, я прошу прощения за это слово, это не мат, но она действительно сволочь, да, как человек, как личность. Она специально взяла интервью у палача, одного из палачей крымских татар, у которой руки в крови. В крымско-татарское кафе пришла, заперлась в крымско-татарское кафе, значит, села и давала, я просто это вспомнил. Это такое иезуитство, это такое, ты знаешь, как это агитбригада при Освенциме просто. Вот я иначе не называю. Я тебе скажу, что касается Поклонской, витает этот дух, что ой, она там девочка, она там туда-сюда, Кабе Верде. Сейчас ее в Россотрудничестве, видел, назначили, ее послов убрали, потому что, подумали, что ее действительно могут за руки, за ноги и в Украину отвезти. Вот, они ее оставили в России, чтобы она не экспериментировала с поездками в Кабе Верде. Она, безусловно, я как адвокат крымских татар, в частности, Ильми Умеровой, я вам ответственно заявляю, значит, такая должна сидеть пожизненно. У нее реально руки в крови. Она прикрывала эти преступления, она пытки прикрывала, она сажала людей, прежде всего, конечно, крымских татар, но не только, естественно, всех, кто в Крыму там придерживался враждебной по отношению к оккупационной власти позиции, не надо питать никаких по ее поводу иллюзий. И последнее, буквально последнее, чтобы вы понимали, в 2014 году Собчак
она писала в своем твиттере, есть эти твиты, любой в интернете найдет, что она приветствует ситуацию с переходом Крыма России, поскольку для Путина это останется его самым главным историческим достижением. Это дословно. Вы можете это проверить. То есть она приветствовала не то, чтобы присоединение Крыма, а она признавала масштаб вот этого успеха безболезненно, без крови присоединения Крыма к России. Путин останется в истории. Так она прямо написала в Твиттере. Я почему знаю, потому что мы с ней взаимно были подписаны друг на друга в Твиттере. Я это видел, и был скандал по этому поводу. Я хочу только добавить к этой части нашей программы, Марк, что я был причастен, когда она в прошлый раз хотела приехать, я был прямо причастен к тому, чтобы ее не пустили в Украину. И я хочу немножко уточнить, она не была гостем студии, конечно же, на канале 1+1, она была по скайпу. Но, по-моему, ее даже пригласили, типа, приезжайте к нам, сядем за круглый стол какой-то. Там сказали, что когда вы приедете, ну когда это приедете? Что это? Но пока вот мы тут живы-здоровы, я сделаю все, чтобы такие люди, как Собчак, сюда не приехали. И все-таки, с одной стороны, ты говоришь, да, она показала себя, с другой стороны, неподготовленному зрителю это сложно воспринимать. Это все равно остается вольно-невольной медийной манипуляцией, потому что ее выдали не из-за того, кем она является. Она не является российской журналисткой и оппозиционным деятелем. И это главное, это правило Мердока, есть такое в газете, да, ты можешь что угодно делать, пугать, смешить, раздражать, но только выдавать одно за другое нельзя. Вот там смысл вводить в заблуждение. Понятно, но я, в общем, добавил, когда я выступал, я все сказал, ну, как это можно, прилично. Все-таки на телеканале нельзя ругаться и так далее. Я об этом сказал. Я думаю, что те, кто прислушаются к иному мнению, твоему или моему, или любому другому, я думаю, сделают верные выводы. Еще раз, я не могу упрекнуть ведущих программы или там продюсеров программы. Они искренне работают и честно. То есть они придерживаются своей позиции. Да, есть внутренний спор там, одних каналов с другими, Зеленского с Порошенко. Это нормально. Это внутренняя патриотическая история. Патриотические силы борются, конкурируют и так далее. Но их нельзя обвинить ни в промосковстве, ни в чем таком. Просто повторяю, что, к сожалению, конкуренция порождает необходимость даже вот в таких случаях интересоваться и так далее. Даже Гордон, который брал интервью и у Гиркина, как выяснилось потом, действительно материалы этого интервью были приобщены к делу в Гааге по поводу сбитого Боинга, и с Поклонской и так далее. Все-таки намерение его искреннее. Другое дело, что он, как и все, борется за рейтинг, за хайп и так далее. Вот, Марк, вот понимаешь, вот этот рейтинг хайп, искренне, неискренне, я вижу счет на табло. А это пропущенные голы в голову украинских зрителей все равно. Потому что это просто лежит, вот ты с этого начал свою блестящую речь, да, про ненависть. И только ненависть к современной России является гарантией объективности. Так вот, когда ее современную Россию путинскую выставляют как нечто вариативное такое, да, это уже вред. Это уже не в логике войны, это уже в логике мирного урегулирования братских народов. Вот твой прогноз, вот просто твой прогноз хочу. Какие дальше, что-то новое будет в этом новом этапе гибридной войны? Раз отказались от горячей, но если отказались от горячей, и мы сейчас вернемся вот к этому сценарию с вагнеровцами, да, то что, какие-то новые нарративы будут? Или ни на что новые там не способны, так и будут лепить вот этого Горбатова про поссорили народы? Ну, во-первых, для того, чтобы мы убедились, что они действительно отказались от плана военного вторжения зимой 2022 года, последний это февральский месяц, хотя уже времени остается чуть-чуть, они должны начать отводить войска, правильно? Ну, тогда нечем воевать, и, значит, скорее всего, никакой войны не будет. Это первое. Пока этого еще не произошло, и какие-то идут маневры, передислокации, ротации, мы будем говорить, что эта угроза пока, во всяком случае, сохраняется. Неизвестно, о чем они поговорят с Си Цзиньпином, одобрит ли Си Цзиньпин план вторжения, или же скажет, зачем вам это надо, не знаю, мы как бы увидим это позже. Гибридные методы они не оставляли, просто, естественно, когда идет война, какая уж Собчак, о каких Собчаках уже можно говорить. То есть, действительно вернуться к некой программе, которая предполагает, в общем, то, что на Зеленского будут воздействовать все оставшиеся союзниками Москвы политики из Европы. Вот мое личное мнение, будут убеждать его пойти по пути реализации Минских соглашений. Мне кажется, это главное. Все остальное будет сопровождать лишь это. Там, Собчак или кто-то еще, «Эхо Москвы», журналисты, культуристы, неважно. В общем, все они будут пытаться внушить, что это единственно возможный, безальтернативный план мира. Я-то глубоко убежден, что избавившись от войны, не допустив вторжения, нужно срочно, быстро
ну, когда начнут отводить войска, форсировать процесс евроатлантической интеграции, невзирая ни на какие Минские соглашения, действовать очень-очень быстро. Возникнет опять промежуток, за который, используя вот это тактическое преимущество, то, что Москва второй раз не решилась напасть, ну, с 21 года, с весны, на Украину, воспользоваться для того, чтобы быстро решить свои геополитические задачи. Если этого сделано опять не будет и будет отложено в долгий ящик, если не будет создано новых военных союзов или протовоенных союзов там, с Польшей, Великобританией или с кем-то другими, попадание во внеблоковый статус союзника США, военного и так далее, то это соблазн Москве повторить этот сценарий с передислокацией снова и снова, понимаешь, угрожая, давя на Запад как таковой. Сейчас Москва сильно теряет в том, что у нее 3 неудачи. 2 за прошлый год, 2 передислокации плюс Казахстан. Это утрачивает, разрыхляет ее статус гегемона, ну не до конца, конечно, на пространстве бывшего СССР как минимум, а то и во всей Восточной Европе как минимум. Нужно этим пользоваться, потому что в противном случае, я повторяю, будут и дальше давить на то, что Зеленский обязан исполнять Минские соглашения. Проводите выборы в ОРДЛО при мониторинге ОБСЕ, амнистируйте всех участников боевиков из ОРДЛО, значит, оставьте в покое границу между Россией и Украиной в части контролируемой в оккупированной территории России, оставьте марионеточную власть, там, народные милиции и так далее, и так далее, и так далее. Будет очень короткий промежуток именно в этом 22 году, если начнется, повторяю, передислокация, когда можно решить свои главные задачи нынешней власти в Украине по части обеспечения безопасности и суверенитета. Я бы сказал так. Ну, нельзя не согласиться, ты подтверждаешь мои предположения, просто ты ближе, как бы наблюдаешь за Россией, ты по 2 стрима там в день на Ютубе делаешь, и с большинством, с россиянами и так далее, то есть тебе просто виднее, и это интересна твоя оценка. И вот смотри, тут тоже мы краем уха слышали, и даже кое-кто эйфорично обсуждал, вот это письмо с высокохудожественным названием «Лишь бы не было войны» на сайте Газпромовского «Эхо Москвы», причем ты сказал, что это государственное, да нет, это лично путинское радио, потому что Газпром это лично его собственность, да. Даже никто не питал. Ну, в том-то и дело, да. Вот. И я с удивлением, я не знаю, может, что-то изменилось. Я обратил внимание, что подписали это письмо многие, и письмо довольно резкое в адрес, но там формулировки такие хлесткие. Это не то, что там какие-то такие, а прям вот в лоб формулировки, да, там криминальная внешняя политика, там вообще мрак, да, вот. Но почему-то там не было подписи ни Венедиктова, ни Муратова, про которого ты забыл упомянуть, про этого гибридного Нобелевского лауреата и так далее. Вообще, что такое это письмо, что это за культура писем? То есть они то письма за нападение в Украину публикуют, то, значит, против, то за мир теперь, и что это значит? И вот это путинское, ты же видел с Орбаном, когда он сказал, да мы, типа, это нас вот вынуждают, а если Украина нападет, и мы такие мирные люди, они все мир, мир, мир. Вот расшифруй это для нашего зрителя. Ну, письма с поддержкой нападения на Украину и одобрения политики Путина в отношении Украины, особенно в 2014 году, это, конечно, были письма по инициативе прямой власти Кремля. Да? Там администрация президента этим занималась, составляла эти письма, заставляла их подписывать публично, позицию обозначать. И мы с тобой помним, что многие из тех же самых почти людей эти письма подписывали. Я вот очень хорошо это помню, да? Так сказать, ну, некоторые, во всяком случае, потом они пересмотрели, или что уж там, не знаю, с ними случилось. Ну, вот так. Это одна среда, вот это важно понять. И там, как бы, интеллигенция, Лунгины, всякие, значит, Куравлевы и так далее. И, с другой стороны, та же интеллигенция. То есть это не по отдельности, это не как-то сепарируются эти среды. Это все одна большая среда культурной общественности Москвы, культурной общественности России и так далее, уважаемая среда с даровитыми художниками, Марк Захаров, который подписывал, если ты помнишь, это письмо по просьбе администрации президента о вторжении в Украину, да, ну, ушедший теперь уже Марк Захаров. То есть, безусловно, в интеллигенции живет фронта. Они как бы хотят высказывать раз за разом свое недовольство властью, но в разрешенных формах. Вот это важно понять. Мы не можем, как это, знаешь, когда Явлинскому говорят, что ну на какие решительные действия вы способны, он говорит, все, мы на них способны, проводим пресс-конференцию. Приблизительно вот так это звучит, понимаешь? То есть все, что они могут, это подписывать письма, больше ничего.
Причем заранее зная, что они абсолютно бессмысленны, поскольку не влияют ни на решение, ни на позицию. Вот они недавно такие письма выпускали по поводу мемориала, которые просто взяли и ликвидировали. Просто вот раз и нету его, этого мемориала. Это некие исполнения ритуала. Вроде как, если ты вот этого не выскажешь, публично не подпишешь, ну вроде как ты уже не совсем интеллигент, тебя из него выписывают, понимаешь? А письма эти, их никто не читает, власть их вообще не воспринимает. И даже где-то они ими довольны, так же как Явлинским и Яблоком, легальная партия, можно везде показывать. Ну почему вы говорите, что у нас есть мнение за и против? Вот у нас же вот эти товарищи. По-моему, инициатива была ЗПЧ Льва Пономарева, этого письма, да? Ну, как бы искренние намерения, но они могут показывать и говорить, ну вот же, вы вот говорите, а у нас, пожалуйста, письма подписывают. У нас работает новая газета с Нобелевским лауреатом, главным редактором, а вы говорите, у нас нет свободы прессы, что у нас цензура. Ну, где же она у нас цензура? Почему-то Нобелевской речи ни слова про войну, про Украину, про Крым нет. Забыли, наверное, просто. Это прямой запрет. Это был прямой запрет. Ни в коем случае не приехал. И он это обосновал. Он сказал, ну я ж не могу, ведь закроют газету. Я-то ладно, у меня квартира на Манхэттене. Ну, точнее, она прям через мост. А газету закроют. А кому нужна такая газета с бесконечным, значит, бубнением про, значит, какие-то недовольства, когда ты сам ничто, и ты не используешь трибуну, такую за даром тебе предоставленную, для того, чтобы не сказать самые главные в твоей жизни вещи. Тебе уже 60 лет, тебе умирать. Да, там, не знаю, там, через 20, 30, 40 лет, не важно, пусть живет. Но ты должен ее использовать. Ты что, каждый год будешь иметь возможность выступить с Нобелевской речью перед Нобелевским комитетом? Почитай речи Солженицына, почитай речи Бродского, в конце концов, ну, много кого. То есть воспользоваться для того, чтобы выкрикнуть этой власти о том, какая она, не использовать такой повод, тогда я вообще не знаю, зачем тебе дали эту премию. Ну, слушай, Марк, но кто-то имеет дело с вечностью, кто-то с жильем на Манхэттене, понимаешь? Тогда вопросов нет. Разные это вещи. Это вопрос к Нобелевскому комитету и больше никому. Как я сказал, что Нобелевский комитет, мне кажется, по отношению к России еще живет во времена Нобеля. Ну, как бы они вообще не понимают, с чем имеет дело. И тут уж точно. А еще, знаешь, я давно заметил, что вот какой, на твой взгляд, главный результат российских протестов всегда? Никакой. Не, колени болят, Марк. Колени это да, старая формула, встанут на колени и протестуют. Нет, это известно, но другой вопрос, что, вы понимаешь, протест, он же разный был. Вот 12-й год, давай я тебе расскажу. Начиналось все как? Я был член Федеральной полиции Совета Солидарности. Я выступал на митинге 5 декабря, закрывал этот митинг 2011 года. Я был последний. Какие мои слова? Любой в интернете может сказать. Революция через 3 месяца. Снести к чертовой матери Кремль. Этим я завершал. Чем кончился митинг, когда уже отстранили таких, как мы, радикальное крыло солидарности. Митинг уже в конце декабря, 24 декабря того же 2011 года на площади Академика Сахарова, где в митинге участвовал Кудрин, выступал с трибуны. Кудрин, знаешь, Кудрин, нынешний глава Счетной палаты. Собчак выступала с трибуны. Я помню, там я был там. Конечно, я был там, да. Помнишь эту фразу, она сказала? Мы как бы не за то, чтобы сносить власть, а с ней вступить в диалог. Диалог вместо противостояния, вместо сноса этой власти. Вот чем закончились протесты, понимаешь? Какая-то часть оставалась сегрегированная, которая говорила, да нет, нахер, главная цель снести все к черту. Все, чтобы не осталось камня на камне. Понимаешь? Это литература. Ну да, я подчеркиваю, мы люди культурные, а хер — это название буквы церковно-славянского алфавита, которое похерить, вот это, перекрестить да, просто. Да. Перечеркнуть. Да. Кончилось это тем, что, значит, власть взяла под контроль его, вытеснила вот этих всех посредством вот всяких Собчаков и превратила это все в пустоту. В никуда, в свисток этот вылетел в пустоту. А там на площади ты же был. Там, 1150-то было минимум, а говорят, по-разному 200. И там еще кого-то не пустили, улицы прилегающие как перекрывали. То есть вместо того, чтобы пойти этой всей массой к Кремлю, к ЦИКу, куда угодно, всем сказали, расходитесь куда. Ну так домой, на коленках можно ползти. Слушай, я помню, возвращаясь к упомянутой ораторше, она же накануне вот того знаменитого болотного противостояния, когда там была сидячая забастовка, да,
Да. И когда на Манеж не пошли, в итоге остались там, значит, на Болотной, ну, кто не был в Москве, ну, это довольно далеко, там, ну, километра полтора-два, да, вот. Так накануне этого же события госпожа Собчак, которую тут называют журналисткой российской там оппозиционеркой, она написала, что я типа не пойду на Болотную площадь, потому что там планируются провокации. И тут сразу было да, понятно, что она просто подментованная, как там говорят, да? Да. И тогда уже было все. Это был, дай бог памяти, 12-й год май был, да? Правильно? Да, это был май, потому что я вот, по-моему, пошел на Манеж, пошел как раз Бабченко. Ну да, их там было очень мало, да. Антимайдан, то есть это Майдан, поддержки Майдана была группа, и еще кто-то были, и они пошли, да, действительно, это было так. Я выступал 6 мая на митинге. Вот, я призвал сесть перед вот этим мостом, потому что меня попросил об этом сказать Сергей Давидец и так далее. Я вышел на трибуну и сказал 6 мая это все. Это был последний излет 6 мая 2012 года в попытке хоть что-то поменять. Это столкновение с полицией и так далее. Это был последний шанс. Ну, понятно, силы уже были не равны. На издыхании был протест, и все как бы закончилось. Действительно, это расхожее мнение вот людей таких инфильтрированных о том, что это провокаторы, это радикалы. Вот эти провокаторы-радикалы, в кавычках, да, такие подобные мне или там таким же, как я, вот это среда, которая, собственно говоря, реально требовала перемен, а не всего лишь имитации этих перемен. И сама жизнь доказала, что правы были как раз первые, понимаешь? Не Собчаки, ну, конечно, а вот эти. Марк, но это потому что совершенно очевидно. История не предоставляет много раз возможности использовать свой шанс. Не, но революция это не то, что тебе подают к обеду, да, вот на тебе, делай революцию, да. Но мы перенесемся, и это страшно сказать, 10 лет назад все было профукано фактически. Мы переносимся в 2022 год. Я хочу, чтобы ты проанализировал свое видение вот вчерашней сенсации. На самом деле блестящего хода американских властей и разведки, которые, во-первых, дали понять, что они осведомлены прекрасно из разных источников о планах Кремля, вот этой провокации с использованием Вагнера, вот этого Пригожина, который заказывал убийство Бабченко того же, да, и много чего наделал, которые убивали в Африке людей, в Центральноафриканской республике, журналистов, да. Архана Джемаля, там еще людей. Да, ну, короче, понятно, кто это такие, что он прибыл туда, что они все знают, что есть сценарий прописанный, съемки кино, прям настоящего кино, то ли с реальными, то ли с раскрашенными жертвами, да, плюс вот у нас была раскрыта информация о том, что готовились провокации массовые с имитацией крови, это что-то очень похожее, да, хотя тут никто не понял, о чем идет речь, но вот сейчас вот со сообщения Нью-Йорк Таймс все встает на свои места. Ты, конечно, это читал, скажи мне, насколько ты доверяешь этой информации, и миновала ли угроза такого сценария в связи с его раскрытием американскими в разведке и, соответственно, властями. Понятно, что разведка сама ничего не раскрывала. Айдар, стало плохо слышно. Ты скажи в редакции, там совсем звук упал. Но тебя мы слышим. Говори, они слышат, да. Еще раз скажи, вот первую часть фразы выпала. О каком эпизоде идет речь по поводу разведки? По поводу, это вот то, что Нью-Йорк Таймс написала, что США, они огласили сценарий, что вот эти вагнеровцы, которые приехали в Донбасс, готовят провокацию с убийством украинских граждан, либо на территории временно оккупированной, либо на сопредельной территории. Операция под чужим флагом, об этом уже сообщалось. Но там много подробностей, кинематографичных подробностей, как это все подавалось, хотели подавать, да? То есть это снималось кино, повод для войны. Вот. Ну а дальше ты слышал, что я спросил. Ну, во-первых, методологически. Мы это видели много раз. С распятыми мальчиками и с погибшим мальчиком от обстрела. И так. Мы это видели, это не первый раз. То есть это не только как бы у этой власти такой способ гляевец, так называемый, да, вот этот с нападением на радиостанцию поляками и так далее. Да? Мы это видели много-много раз. Сталин вообще обожал провокации. Сталин вообще обожал провокации, ты помнишь, и финская война так начиналась и так далее. Но у них другого повода нет. Им надо... Другие времена, сейчас труднее это делать, ты видишь? Труднее. Да. Информационный мир, цифровые приборы, у всех телефонов, у всех прослушивают. Как американцы-то узнают? Ты знаешь большую часть информации? Это не то, что у них так много. Они прослушивают все телефоны. Они прослушивают сети и так далее.
сами трубки, понимаешь, они имеют возможность включать. У них же все это есть. Ну что иллюзии питать? Половина чиновников администрации, когда по айфонам разговаривают, их всех слушают. Все записывают. Понимаешь? Переговоры Минобороны, АП, ФСБ, все слушается. Сейчас нельзя ничего скрыть. Потому что они все разговаривают по телефонам, понимаешь? И телефоны все почему-то не кнопочные, не с дисками, и не вот это, как вот трубка, да. Нет, они по сотовому разговаривают. А это все очень прозрачно. Они переписываются через имейлы. Это все прозрачно. И я тебе маленькие вещи скажу. Если ты видел инсайдер, который публиковал всякие расследования, он написал, как скрывалась почта руководителя ГРУ. Он пароль, знаешь, ставил? Москва-1, у него вскрыли почту. Потом Москва-2, он поставил, снова вскрыли. И ты удивишься, он Москва-3 ставил. Это все в интернете есть, почитайте. Пароль такой ставил для почты. Глава ГРУ. Глава, не Вася Пряник какой-то, а генерал. Значит, о чем я хочу сказать, что, во-первых, это действительно можно установить, это все проверяемо, потому что, ну, ты видел, как обнародовались разговоры всех этих переговоров террористов, что по Донбассу и так далее, и понятно, что это 1/1000000 часть из того, чем обладают и американские спецслужбы, да, я думаю, и украинские спецслужбы, они эту информацию, безусловно, имеют. Что касается, повторяю, методологически использовать вот такие предлоги, но они просто действительно мало креативны. И поэтому, поскольку повод нужен, предлог нужен, ничего другого выдумать невозможно. И главная реакция. Заметь, Захарова прокомментировала эту информацию, опубликованную в газете, ну, которую предоставили, видно, спецслужбы американские. Да? Она сказала, что не надо там на фейки вестись и так далее, что это они там сидят, выдумывают. Но она не продолжает серьезно эту тему, потому что, а вдруг они начнут выкладывать уже материал. Как это все готовится, понимаешь? Они тоже знают границу, потому что они понимают... Автоматический ход. Вот понимаешь, то есть американцы дали понять, дальше будете что-то продолжать, что у нас есть все, ребята, у нас есть все просто. Да, конечно. Нет, но и американцы хотят всего раскрывать, потому что станет известен источник, как они это добыли. Они ведь скрывают спецслужбы для того, чтобы никто не понял, откуда вы это все узнали. Ты же, Марк, ты раскрыл, как добыли. Вот так и добыли, скорее всего. Это так. Это так. Сейчас, знаешь, как это вербовать в камни, вставлять какие-то там кассеты. Нет. Сейчас это все элементарно делается через технические средства. Телефон, лежащий на столе, в принципе, при правильном его использовании, он может записывать все, что угодно. Представляешь, сколько на столах поназаписано всего, так сказать, специалистов? А сколько под столами поназаписано? А под столами даже думать не хочется. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что это правда. Во-первых, потому что события, которые и раньше были, и которые сейчас, они все просто подтверждают именно такой незамысловатый ход Кремля, Москвы для создания предлога для войны. Я, честно говоря, думал, что как-то Беларусь поактивнее использует в этом. Да? Потому что вроде как не своими руками, если напали на Беларусь, Беларусь ответил, а у нас же ОДКБ, союзное государство, мы поддержали наших союзников и, в общем говоря, вынуждены тоже включиться в противостояние военное. Но сейчас, мне кажется, несколько изменилась ситуация. Эти уши уже не спрячешь, ты никого не убедишь тем, что, значит, действительно достоверным был такой фейк и предлог в качестве там убийства кого-то или там, еще чего-то. Знаешь, что мне кажется, Марк, вот твое мнение хочу узнать. Мне кажется, знаешь, в чем мир изменился за последний месяц? Главное, что Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, понятно, но и за ними вынуждены все, включая даже и Германию, никуда они не денутся никто, да, и даже какая-нибудь Венгрия никуда не денется в итоге, да. Конечно. Запад начал играть первым номером. Да. Вот этот гопник, который привык, да, дай закурить, потом по зубам, потом, а если найду, а он еще только открыл, дай закурить, только сказал, а ему уже все показали, и он такой, ой, да, извините, я вообще-то в библиотеку иду. Да. А есть прямое подтверждение твоим словам. Какое? Вспомни, министр иностранных дел Великобритании заявляет, что, дорогие друзья, мы тут будем конфисковывать имущество. Да, знаете как? Вот просто забираем и все, без всяких объяснений. Какая истерика поднялась в России, ты видел? Да? Не видел. Нет, они все до единого. Все, у кого объекты в Великобритании, все прокомментировали. От Песковых до Хренковых, все. У них у всех там объекты до одного. У всех до единого. Да. Всех до единого. Песковый сын там Чоулс живет, да, он в Великобритании. Там бизнес, как обычно. Так заметь, когда это все произошло, ты знаешь, что он день назад с Джонсоном разговаривал, Путин, по телефону, по своей инициативе. Как ты думаешь, о чем они разговаривали? Ума не приложу. Да, не надо.
Ну не надо, я уверен, что говорят, ну как конфисковывать? Это же правовое государство. Британия, система общего права, святые истории, хабис корпус акт. Ну неужто вы будете просто забирать особняк у Шувалова, там, не знаю, дом в Челси? Как ты думаешь, я думаю, что Джонсон послушал и сказал так, yes, we will. Ну, приблизительно, но он, наверное, сказал, ну, будет только еще хуже, если вы задумаете вторгнуться. Если вы пойдете в Украину, то вы еще хуже получите. И я думаю, что это тоже связанные вещи с тем, что Москва от этих агрессивных планов потихоньку отходит. Я думаю, это тоже не случайно. Ну, то есть смотри, вот сейчас, как раз сейчас, вот мы с тобой просто такие великие спортсмены, что мы даже не знаем о двух величайших событиях сьогодення. Сегодня вечером в 6 по Москве, в 7 по Москве, в 6 по Киеву, эпохальный матч, по-моему, полуфинала чемпионата мира или чего-то там по футзалу, где играет, значит, сборная Кацапии против сборной Украины. И сборной Кацапии, значит, назначили двойной тариф, как говорится, шеф 2 счетчика, да, ну, за победу, гонорар, если не победят Украину. Ну, бог с ним, да, это одно событие такое, значит, которое сегодня будет. А второе, это сейчас Олимпиада открывается. Сейчас вот эти люди под белым флагом чистоты спорта, вот эти вот идут. Они идут под олимпийским. Но я бы им вообще белый дал. Я бы им дал флаг и шприц. Вот, ну, флаг и шприц. Вот. Понимаешь? Да, это интересно. В нашей юности была такая поговорка, я прошу прощения, кричалка, что за баночка мочи, это общество Невчи. Но выяснилось, что Невчи и Азербайджан такого отношения не имеют, а с баночками бегали сотрудники ФСБ, которые меняли их в Сочи там и везде вообще, да. И вообще уже 10 лет, по-моему, Россия изгой в мировом спорте, по-моему, ну в олимпийском-то точно. Ну вот смотри, и вот он встречается с Си Цзиньпинем. И, наверное, я так не вижу, русские подают это как 2 гиганта современности. Точно вот, так. Да? Точно. Сейчас решат судьбы мира. А что они решат? Как ты думаешь? Вот там? Ну, это безусловно, потому что ничего другого не остается. Ничего другого не остается, как Западом же он не может себя продемонстрировать таким же, значит, решающим судьбы мира, значит, представителем сверхдержавы и так далее. Ну, Запад как-то все больше себя ведет более жестко по отношению к нему и пренебрежительно, я бы вот так сказал, правильное слово. Проблема с Китаем для Путина заключается в том, что он не главный партнер-соперник Китая. Нет. У Китая есть свои приоритеты, и простое доказательство того, что никто не собирается в Пекине так уж подмахивать Путину в его желании создать военно-политический союз, еще что-то. Ну вот пример с Казахстаном. Это было вот в самом начале января. Они-то не представляешь, хороводы водили, они сальто-мортали крутили. Казахстан о том, что наш, да? Казахстан наш, все. Буквально так говорят. Буквально. Не абстрактно, давайте как дипломатично, все-таки суверенное государство. Прям говорит, все, войска наши стоят, Такаев шестерка, будет делать, что мы ему скажем, будет дрыгаться, мы заберем Северный Казахстан. Это прям в этих выражениях говорят. Читайте Симонян. Симонян, да? Значит, и вдруг резко, не прошла неделя, уже окрик Ван И, министра иностранных дел Китая, ну, как бы хватит, выводите войска. ОДКБ, ты понимаешь, это не ОДКБ, это Россия. Нет никаких ОДКБ, нет никаких войск. И они как-то даже с недоумением, какой-то обидой детской. Ну как выводить? Мы собирали тут 150 бортов или 200 только сели. И сейчас опять что, обратно манатки собирать. Мы же даже не разгрузили. Буквально же, мы же даже не разгрузили. Все, собираете. Как можно, что, мама, даже чаю не попьете? Да, не попьете, да. В дверях. Сразу поедете. Это, конечно, сильно их расстроило. Сильно. Я могу сказать, что это задело ужасно. Потому что, ну, казалось бы, ну что, оставим там какую-то базу, давайте что, там даже не обсуждали, собирайте, уезжайте. И главное, что Такаев, который бы мог сказать, ну, не-не-не, ну, еще операция не закончится, пусть месячишка, другой постоят, ну, а там видно будет. Не, он сразу начал визжать, что да-да-да, все закончено, уходите, с террористами справились и так далее. И это сильно задело. И я думаю, это, конечно, где-то как-то предметом переговоров их тоже является. Но как-то мы в Центральной Азии хотим остаться, вы нас вот тут не выпихиваете, ни из Казахстана, ни из Кыргызстана, ни из других мест. Ну как-то, понимаете, если нас там нет, ну что тогда есть? А заметь еще, Марк, что как-то вот с Китаем он в таком тоне, как с НАТО, про зоны влияния не говорит. Да. Ни в коем случае. Нет. Да. Они прекрасно понимают, где сила, где власть, а потом, ну, там уже ничего, может быть, уже не будет.
На Западе сложно. Но растерять еще и тут, получить два фронта, как с двух сторон, сказать, а мы тут в других отношениях с вами находимся, да? Нет, он даже согласен на вассалитет. Для того, чтобы не потерять даже последнего такого союзника. Мало ли что. Мало ли как сложится ситуация, понимаешь? И поэтому он очень заискивает. Он перед Си Цзиньпином очень заискивает. Ему очень нужно хотя бы символические жесты со стороны Пекина о поддержке Москвы в ее внешнеполитических делах. Пекин, как это ни странно, ритуально, ничего не обещая, это демонстрирует, но никакого продолжения ни разу не было. Они говорят, что мы создадим антинато, союз военный между ОДКБ и ШОСом, и Пекином и Москвой, скажем так. Этого же не произошло. И даже намека на то, что такой союз возникнет, нет. Более того, Москва всячески демонстрирует, что если у нас получится с Украиной, у вас получится с Тайванем. Мы дезавуируем Запад и, прежде всего, Вашингтон от решения этих проблем. Казалось бы, для Пекина это выгодная конструкция. Но я выскажу свою личную точку зрения. Действительно, Пекин был бы заинтересован, чтобы ослабить Россию посредством ее военного конфликта с коллективным Западом и с Украиной в частности. Но, по-моему, он не верит, что они в состоянии выиграть. И поэтому они так пренебрежительно и безразлично уже стали относиться. Вот, и главное, наше время заканчивается, Марк, спасибо тебе огромное. Главное, что в политике вот этой, да, Марк, восточной, язык жестов очень важен, язык взглядов очень важен, тональность важна. И я с тобой, скорее всего, соглашусь, что, конечно, свидание у них будет, но Си Цзиньпин не женится все-таки. Нет, не женится. Секс. Что там у них... Да. Спасибо тебе огромное, что нашел время выйти в эфир. Это очень полезно нашим зрителям знать действительно в деталях некоторые вещи, о которых мы, живя в Украине и даже на оккупированных территориях, где пропаганда российская сильнее действует, все-таки люди украинские и западные, они, которые нас смотрят, они не так погружены в это. Марк погружен, Марк относится к этому всему с ненавистью, с объективной ненавистью, как он сказал, абсолютно совершенно блестяще. Я рад, что у нас получился такой чудовый эфир. А вы не переключайтесь, помогайте АТР и дальше, подписывайтесь на нас в Ютубе, смотрите, какие у нас интервью, какие у нас включения, какая у нас аналитика, какие гости, какие программы. Вот, не стыдно и расшарить, и посмотреть, и рассказать другу. И также делом чести, на мой взгляд, является помощь каналу АТР, который сейчас переживает очень тяжелые финансовые времена, по известным многим причинам, через Patreon. Да, там не огромные деньги, да, понятно, что это не решающая какая-то вещь, не победа в медийной войне, но это очень важная поддержка, и она важна не только нам, но и вам, потому что взять участь в разрушении русского рейха – это дело чести, доблести и геройства. Не переключайтесь, буквально через несколько минут эфир АТР продолжится.